С исторического парка «Россия. Моя история» начал свою работу форум родословия народов Дальнего Востока 2025. На мероприятии приняли участие представители всех регионов Дальнего Востока, других регионов России и стран ближнего зарубежья. Состоялась презентация книги «Тайны якутских фамилий» от известного краеведа Сергея Вахрина. Это фундаментальный труд объемом почти в 1000 страниц, рассказывающий об истории освоения севера и Дальнего Востока России сибирскими казаками. Книга – результат совместного проекта Якутского и Камчатского отделений Русского географического общества «Россия. Дальний Восток. 400 лет вместе. Связь времен и народов». Когда мы обозначаем просто дату рождения города, мы ограничиваем историю. Появился город на свет, мало ли городов появляется на свет. А когда мы говорим о том, что появление Ленского острога, будущего якутского города, как начало освоения всего Дальнего Востока, и, соответственно, 400-летие связано с этим появлением, это уже другая история. Потому что тут же мы видим вот эту историческую развилку. Наши землепроходцы пошли к Ледовитому океану, к Тихому океану, к Амуру. То есть вся эта территория начинается осваиваться и изучаться. Она становится российской. То есть в данном случае образ якутского выступает уже как сакральный образ всего дальневосточного нашего российского соединения, единения, освоения. Поэтому для меня лично, для моей книги, как раз важно, что вот этот пошел отсчет времени, исторического времени, именно отсюда, дальневосточного времени. Я хочу сказать главное, что в принципе каждый человек, рождаясь на свет, становясь взрослым, он задает себе один и тот же вопрос. Зачем я появился на свет? Какова моя миссия? Так вот, наша миссия в нашей родовой истории. Она укладывается. И зная историю своего рода, зная историю каждого, не каждого, но многих из своих родственников, мы постигаем историческую суть. И в таком случае наше отношение несколько меняется. И мы сами начинаем осознавать цели жизни, наше движение, зачем мы родились на белый свет и продолжателем какой идеи мы являемся. Впервые на площадке исторического парка «Россия. Моя история» разработчики программы «Древо жизни» показали, как любой человек может составить свою родословную. Эта программа загружается с сайта drevo.rf. Вы на ваш компьютер программу ставите. Это бесплатно, можно попробовать ей попользоваться. До 40 персон это бесплатно. То есть мы даем такой удобный инструмент. Люди могут носить свои данные, добавлять фотографии, жизнеописания в виде событий жизни персоны. И программа на основании этих данных строит такие замечательные деревья. И уже успешные результаты использования программы «Древо жизни» были представлены на форуме. Родственники хотели, чтобы я сделал древо жизни, там начальная стадия была. Но как раз в это время мне удалось узнать, что есть программа «Древо жизни». И в интернете нашел, скачал, и все увлекло меня. Вот здесь 825 человек, все мои родственники по линии отца. И 740 фотографий. Родственники все сплотились. Мы даже выпустили книгу на основе этого древа. В конце мая этого года провели всех родственников. Там больше 100 человек собралось. Дальневосточный форум стал одним из первых мероприятий, организованных в преддверии празднования 400-летия города Якутска, форпоста в освоении Дальнего Востока и Русской Америки.